Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 28 сентября 2021 года, 21:01 по Берлину и 22:01, соответственно, по Джохару. Приветствую вас, друзья. Приветствую всех. Так, начнем. Адам Грузинский. Приветствую тебя. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как найти? Ва алейкум ассалам. Чинхо ва алейкум ассалам. Машдуэль бо чинхос масу. Так. Дорогие россияне, говорит Аслан Лорс. Машуэль Аслан. Дорогие россияне, приобрев рязанский сахар, вы уверенно встанете с колен. Владимир Владимирович Путин. Эльси ночью, алейкум салам, Эльси. Он всем говорит. Ассалам алейкум, Эльси. Итак, давайте соберемся. Только что смотрел на экран, и у меня стоит там сколько там? 30 с чем-то лайков. Зашел, минут, наверное, 20 назад. Зашел, вышел, начал смотреть, стало их 24. Потом опять начали набираться. Короче говоря, опять вернулись эти гады, по-моему, на мой канал. Ну, еще раз, и каждый раз буду напоминать, почему Чинхо забыл это делать. Не забывайте о безопасности своей, о своей конфиденциальности. Даже если я кому-то ставлю лайк здесь или с кем-то общаюсь, это не значит, что я ручаюсь за этого человека. На этом канале пристально каждое мое слово, каждый мой подписчик, мой друг, который здесь бывает, их отслеживает. Пожалуйста, ваша безопасность в ваших руках. Это касается в первую очередь тех, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Ассаламу алейкум всем. Так, Аслан Эльси, ты лев Эльси. Исаак Шмулевич, Аслан, рад тебя и гостей канала видеть. Взаимно, Исаак, приветствую тебя. Маш воля с нами все остальные берега. Делир саламашал. Хуй леди хой угир маш. Так, Адудавлетюк. Салом, шалом, витаю. Салам, шалом, витаю. Витаю тебя, Адудавлетюк. Маш воль хо. Так, Довели к нам зашел. Добрый вечер всем. Все будет Ичкерия. Добрый вечер, Довели. Приветствую вас. Так. Асламбек Тутаев. Саламашал. Дума Серга. Шалом, витаю. Гамарджоба. Да, смотрите, какой у нас интернационал. Алейкум ассалам. Смотрите, какой у нас интернационал. И у нас нет никаких проблем. Люди разных национальностей, практически всех национальностей, каких только мы знаем, кто говорит на русском и не говорит даже на русском языке. Да? Все эти люди заходят, общаются, очень хорошо к нам относятся, и, соответственно, мы к ним очень хорошо относимся. Это говорит о многом. И если нас не будут стравливать, и если нас не будут разделять, то мы, простые люди, всегда найдем общий язык со всеми. Так, Евгений, Аслан, всем ассаламу алейкум, шалом, ДВ. Витаю, наверное, да? Шалом, Евгений, приветствую тебя, рад тебя видеть. У меня за ночь с 23-го срезали за раз 11 подписчиков и 17 просмотров на видео Светика, где она говорит, что Путин взрывал дома. Адам, тебе стоит ли Так, Анзор В. Дудукуев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Анзор. Машвоэль хо. Так, добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла, говорит Фриман Антипутин. Добрый вечер, Фриман. Приветствую тебя, Фриман. Машвоэля. Здравствуйте, ЧРИ будет восстановлена, Литва. Обязательно, Леонис, спасибо большое, здравствуйте, приветствую вас.
Вот, Джинхо вернулся к старой доброй традиции. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Баркалчино. Так, основной, амелнем, да, поделаешь. Куда-то пропал. Так, задавайте ваши вопросы, друзья. А пока я вам расскажу хорошую новость, потому что на канале Реалити рассказывают только хорошие новости, и вы будете всегда слушать только хорошие новости. Но перед тем, как рассказать хорошие новости, я бы хотел еще раз в предыдущем видео про про Радио Свободу и Кавказ Реали я выразил благодарность своим друзьям, подписчикам, всем, кто за меня говорит добрые слова. Еще раз хочу это сделать. Еще раз выражаю всем благодарность, всем, друзья. Я все видел, все читаю, все смотрю. Вижу, что много слов поддержки. Спасибо большое. Спасибо всем, кто записывает видео. Спасибо всем, кто пишет комментарии, поддерживает, распространяет информацию. Я вам очень признателен и благодарен. Спасибо еще раз. Так, давайте о хорошей новости. Одну минутку. Пронто, у меня стрим. Через 1,5 часа. Че, срочно? Я как раз в эфире, могу вам помахать ручкой. Да, слушай. Срочное что-то? Супер. Супер. Спасибо. Да. Да, у меня эфир, прямой эфир. Спасибо, наберу. Обнимаю. Пока. Так, извиняюсь. Нужно было ответить. Очень хорошую новость сообщили. Друзья, даже боюсь сглазить. Одни за одним хорошие новости. Елки-палки, лес густой. Так. Альхамдулилля. Так, Радио Свобода сообщает. В США проведены первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты. Ракета способна достичь скорость в 5 раз превышающей скорость звука, сообщило в понедельник Министерство обороны США. Ракета была запущена с самолета. Согласно заявлению Пентагона, среди прочего, во время испытаний проверялись технологии безопасного отделения ракеты от самолета и системы зажигания двигателя. Ракета разрабатывается корпорацией Raytheon в содружестве и так далее, которая создает двигатели. Это говорит о том, что вероятнее всего к дронам может быть не только к самолетам, да, а к дронам может быть прикреплена ракета, которая будет в 5 раз, представьте себе, в 5 раз быстрее звука. Я не представляю, как может ракета лететь в 5 раз быстрее, но факт есть факт. Какой металл выдерживает такую нагрузку? Ну вот, поздравляю вас, друзья. Вова, закапывайся в свой бункер поглубже. Так, давайте я вернусь к вашим комментариям. Потом будет еще одна хорошая новость. Так. Фриман антипутинизм. Не пересказать и не пересчитать все пыток и надругательств русско-фашистской сатаны над нашим народом. Русско-фашистские головорезы надругались над нашей вековой чеченской честью. И Фриман, это всегда у них было. Вот сколько они к нам приходили, столько раз это все и было. Сегодня просто это очень много сохранилось в истории, и никуда это не денется, и мы обязательно восстановим справедливость. Да, Алмова.
Фашистские бандиты установили в республике режим полного бесправия. Расстрелы, истязания, поборы стали обычным явлением. Абсолютно так. Оккупационный режим, который некоторые по ошибке, некоторые специально называют кадыровским режимом, установлен этот режим оккупационной властью, российской оккупационной властью. Если вы заметили, после того, как московский механизм задействовался, убийства прекратились во временно оккупированной Чеченской Республике. Не хочу сглазить, не хочу об этом много говорить, но реально куда-то делись радикалы, исламисты, каратисты, их просто перестали убивать. И возникает вопрос, может, это были не радикалы, а просто обычные люди, которых кто-то делал радикалами. И вот такая же возникает ситуация, когда Игорь Хвостиков, главарь банды ФСБ по Чеченской Республике, переведен в Татарстан, там возникает сразу террористический акт, а новый главарь, назначенный в Чеченской Республике, банды ФСБ, не совершает пока не совершает, будем надеяться, не будет их совершать, эти преступления. Вот возникает такая ситуация, так чей это режим? Если после того, как Игорь Хвостиков покидает Чеченскую Республику, и вообще, когда начинается контроль за Чеченской Республикой в области прав человека, прекращаются эти убийства. Точнее, убийства прекращаются, но точнее исчезают исламисты. Куда делись исламисты? Где? Почему нет? Вот я Западу тоже задаю этот вопрос. ОБСЕ, тем 16 государствам, которые занимаются сейчас этим мониторингом. Задумайтесь, куда делись эти исламисты? Почему их каждый день убивали, а теперь раз их перестали убивать? Они перестало их быть вообще. Почему? Очень странно, да? А все дело в том, что всем голова, которая непосредственно убивает нас, находится в ФСБ. Да, Кадыров, второй полк имени Кадырова, другие там бандиты, ГРУ, военные, все убивают людей. Но это всего лишь инструмент. А это кровавый, преступный инструмент. Но голова их, команды кто дает, кто прослушивает их, это, конечно же, ФСБ. Это же, конечно же, ФСБ. Поэтому мы должны четко понимать, что это никакой не кадыровский режим, а ФСБшный, российский оккупационный режим. Если мы добавляем оккупационный, если мы скажем российский режим, ну да, российский режим, да, такой же режим, он находится там в соседних республиках тоже. Если мы добавляем оккупационный российский режим, в таком случае мы подчеркиваем и поясняем, что это является оккупацией нашей страны. Наша страна оккупирована. И сколько бы нам ни говорили, мед во рту слаще не станет. И мы не перестанем верить в то, что нам дано Богом. Богом нам дана свобода, Богом нам дана наша страна, наш язык, наша культура, наша религия. И этим всем, тем умирающим языком, той умирающей религией. Наша религия не свободна, если там появляются какие-то ваххабисты, или суфисты, которые управляются извне кем-то. Нет, мы должны управлять этим. Так было бы, конечно, хорошо, если бы мир был идеальным, если бы здесь не было преступности, плохих людей там и так далее, и так далее. Но, к большому сожалению, это не так. И нами манипулируют, нами управляют. И когда мы начинаем об этом говорить, некоторые полезные товарищи очень сильно упираются, говорят: нет, ты что, ты там и так далее. Нет, это не так. Это не так. Мы самая миролюбивая, самая человечная, одна из самых человечных, самых добрых, самых договороспособных наций на земле.
Без предвзятости, говорю, без предвзятости. Хотя может показаться немножко, что я предвзят. Нет, абсолютно не так. Я знаю просто, о чем вы, потому что всю свою жизнь прожил среди разных национальностей. Наверное, больше, чем даже чем среди чеченцев я прожил. Ну, нет, наверное, среди чеченцев, наверное, больше. Но неважно, очень с многими общался и знаю, и никого не принижаю, конечно же. Ну вот, мы должны сами вырастить своих своих религиозных ученых, своих языковых ученых, да, лингвистов своих, чтобы наш язык, наша культура, все было для нас, вы же для себя взять, отдайте даже самому хорошему россиянину, самому доброму россиянину, дайте Чеченскую Республику в управление. И станет вопрос, он будет заботиться о чеченцах, думать, все, ну хороший попадется, да? Поставьте его выбор между русскими и чеченцами. Построить университет, например, в Москве или в Джахаре. Он скажет, ну давайте построим в Москве, а потом построим в Джахаре. Я, конечно, люблю, уважаю чеченцев, ну построим вторым его. А если это будет чеченец, он построит. Вот так сложилась такая жизнь, что поделаешь. Это не хорошо, не плохо. Ну, каждый думает, своя рубаха ближе к телу, как говорится. И если мы не будем думать о своей рубахе, мы будем думать о сирийской рубахе, о афганской рубахе, о какой-либо другой рубахе. Вперед своей, да, нужно думать о сирийцах. Искренне жаль, искренне сожалею, что там происходит. Ну, например, да, можно сказать, когда Байден встретился с Путиным, одно из условий было разрешить гуманитарный коридор к беженцам, которые русские не пропускали. Там находятся наши женщины и дети чеченские. И не только кавказские, там же много женщин, детей. И не только кавказские там есть. И вот такая ситуация, что получается хоть какую-то пользу принести. Если мы делаем все с разумом, с умом. Огромная благодарность Соединенным Штатам. При всем, что говорят там и так далее. Там, американцы плохие. Может быть, американцы плохие. Давайте посмотрим, плохие ли чеченцы. Давайте просто, вот кто говорит, американцы плохие там и так далее. Посмотрите, какие чеченцы. С себя нужно начинать. Но если конкретно брать американцев и чеченцев, насколько мы друг другу плохие, то мы не сделали ничего плохого друг другу. Если не считать бостонского теракта и убитого одного чеченца, больше я не знаю, американцы кого убили из чеченцев. Больше мне неизвестно. Если кому известно, пускай напишет. А так, если в мире кто-то, где-то, кого-то там, например, турки с курдами воюют уже давным-давно, где-то еще где-то, что из-за этого я плохо к турецкому народу, к Турции буду относиться. Нет. У каждой страны, это такое сложное такое дело, у каждой страны есть свои национальные интересы. И у нас, у чеченцев, они должны быть, и они будут, и они есть. Просто почему-то мы не идем решать вот, эти национальные вопросы, а идем решать куда-то. Ну, это пропаганда, я знаю, именно потому что это пропаганда, именно поэтому я здесь сижу и пытаюсь хоть как-то донести информацию. Ладно, пойдемте дальше, почитаем ваши комментарии. Так, я перемотал, кажется. Аслан, уехал бы ты теперь в Америку, а то новая власть Германии, ну мало ли. Нет, новая власть, нормальная,
Ничего плохого я не вижу в этой власти. Неуловимый Джо, алейкум салам. Так, кто у нас еще зашел? Всем салам, Рабинович, приветствую, шалом. Асан, все блоги говорят кадыровский режим, как будто сговорились. Конечно, сговорились. Поступает четкая информация. Не произносить слово Ичкерия, не говорить ничего про ФСБ, не говорить ничего про Путина и не говорить, и говорить там кадыровский режим и так далее, и так далее. Конечно, сговорились. Но есть еще и ребята, которые немножко не понимают, что происходит. Когда ты им начинаешь объяснять, они думают, они самые умные и, ну, не знаю, еще чеченская особенность, наверное. Надо как-то там сделать двойной реверанс, будьте любезны, скажите так-то, так-то, там, ну, как будто это какое-то личное дело. Здесь дело сугубо государственное. Здесь никто никому не должен нравиться. Здесь должен чисто работать закон, правила, здравый смысл. Я больше блогеров и не знаю, если честно, которые конкретно что-то делают против России. Есть разные, которые делают там по указке против Кадырова, еще кого-то там, отвлекают внимание. А реально кто, реально, я не знаю, абсолютно не вижу, хотел бы. Ну, есть блогеры, которые не светятся, которые делают видео, например, я, которого знаю, это чеченский след и антитеррор. Ну, может, еще есть, я смогу забыть, не вспомнить. Пока я знаю только вот этих ребят, которые четко понимают, где что, и разбираются в этом. Это очень важно, чтобы разбираться. А остальные все есть цеховики-блогеры. Надо все-таки вам как-то собраться, все это сделать, и скомпоновать и рассказать. Я вот вам рассказываю. В 2013 году была сходка у Кадырова ФСБшников, который, там, кстати, был Магомед Даудов, присутствовал, и собрали разных вот этих блогеров. Там был человек из Польши, был человек из Финляндии, по-моему, если не ошибаюсь, один точно из Польши был, которые должны были, там, где, кстати, был вот этот тот самый Игорь Шмаков, который занимался прослушками наших партизан. И они там договорились создать блогерское движение. И Игорь Шмаков говорит, что вот не хватает нам грамотных людей, там так, сюда никто не приезжает в Чечню, потому что нету ночных клубов, места развлечения, люди не хотят. Но это он так говорит. На самом деле просто боятся ехать люди в Чечню. И вот такого вот плана разговор у них происходит. И Кадыров реагирует на то, что он говорит. Это из открытой стенограммы то, что есть. Говорит, да, нужно привлекать там и так далее. И не получив никакой возможности привлечь русскоязычных в Чечню, чтобы оттуда они вещали, и хотя кое-кого они привлекли, там кто-то там вокруг Кадырова ошивается, есть один матершинник, очень страшный матершинник, не знаю, не помню его имени, тоже кадыровский друг там, русский блогер, ну не русский, армянин что ли, или обрусевший армянин, не знаю. И появляется новая задача собрать более доверенных людей, стать блогером, да, стать публичным человеком, это очень важно в дальнейшем, потому что их называют лом. Лом – это лидер общественного мнения, человек высказывает общественное мнение. И нужно создавать таких ломов, общественных лидеров общественного мнения. И эти люди обучаются специально, их учат, как создавать ролики, как вести на камеру, как говорить, как врать, не стесняясь. Самое главное, не стесняясь врать. И вот происходит
такой вот момент. Вот, тот же Магомед Даудов, который является коллегой этого Тузика, в прошлый раз раскручивал, что кровная месть там будет и так далее, если вы помните. Была ситуация, когда он проиграл в Польше второй суд, вот этот Тумсу Абдурахманов, и ему грозила депортация. И в этот момент, вот уже последний суд должен быть, и в этот момент выходит с ним Магомед Даудов по кличке Бутылкин на связь и угрожает, объявляет кровную смерть. Магомед Даудов убил очень много людей, или был причастен к убийству очень многих людей. Но никогда не объявлял кровную месть. Публично, открыто, по телевидению, чтобы под запись. Это он никогда не делал. И в этот момент он это сделал. Это не помогло. Не помогло, потому что европейские спецслужбы прекрасно знают, кто это за тип. Поэтому ни Польша, Грузия депортировала, ни Польша и так далее. Сейчас, когда уже угроза мне, когда была попытка кое-какая, и получилось так, что Магомед Даудов позвонил и начал снова угрожать уже там и матеряться. Матерят, оскорбляют друг друга и так далее. И Магомед Даудов рассказывает, я слушал эту запись буквально вчера, по-моему, рассказывает, что ты был с женщиной, которая замужем за другого там, ну, короче, мелочи. Но мы все помним это нападение, какое оно было. Так, если не знать, насколько они лживы и подлы, лицемерны, то можно поверить в то, что они говорят. Но мы все знаем, какое нападение было. Как этим молотком били, пока там не устал, пока кровь не начала течь в рот, пока там еще что-то не случилось, еще что-то. Пока вот все это не было, мы все знаем, что это была инсценировка. Да? И что вот этот дистрофик-киллер с молотком, которого заслали супер богатые кадыровские или там ГРУшные, ФСБшные бандиты, всего лишь с молотком был заслан. Ему не говорит Даудов, тебя молотком, ты говоришь, побили. Это ж был спектакль, что ж ты врешь, не говоришь. Ты по голове молотком давали, и у тебя царапины даже нет. Не считая там, может быть, там ногтями, когда был, вот этот бил. Ну вот такая вот ситуация. Я вам расскажу версию, раз уже начал, чтобы потом не было вопросов по этой версии. Как это было, на правах гипотезы. Какая-то девушка, молодая девушка, которая, как говорит Даудов, видимо, была замужем или не была замужем, каким-то образом оказалась со шведским сказочником в его квартире. И она запустила этого киллера с молотком, дистрофика киллера с молотком. Я так понимаю, эта девушка и этот киллер были использованы в темную. Так называемому дистрофику киллеру с молотком достаточно было просто войти и припугнуть. Он это говорит. Мне сказали просто припугнуть. А наш доблестный провокатор и переводчик разговоров наших партизан, ожидая, что к нему войдут, дал молотком этому по голове со всего маху, скрутил его, этого дистрофана, и вызвал полицию. Причем вызвал еще там рядом друг был, который прибежал на помощь, потом убежал, потом еще что-то. И как получается, человек, который с молотком, который проник в чужую квартиру, ему открыла его сообщница, которая думала, что этот Тузик не в курсе, а Тузик в курсе всего, просто задействован, как бы подосланная. Они оба и засланы с молотком, вот этот киллер, и эта девушка, по всей видимости, являются внештатными сотрудниками, да, завербованными или на крючке за что-то держат. Часто они такое делают. Она запускает его. Он проник в чужую квартиру, сам заявляет, что ему сказали пригрозить там молотком. Орудие убийства в руках есть. Все, факт налицо. Он хотел убить.
Другой разговор, они по-любому получают сроки. Они сроки. Другой разговор, что стало с этим, да, потерпевшим, так называемым, который для того, чтобы легализоваться здесь, в Европе, посадил 2 людей, по факту. Этому человеку не дали политическое убежище. Странно. Здесь дают политическое убежище любому человеку, которому поверят. А этому не поверили. Почему так? Польша не поверила. Грузия с формулировкой представляет угрозу национальной безопасности. Выкинула. Польша с такой же формулировкой выкинула. Убежал туда, и Швеция не дает. Более того, шведский суд не признал заказчиками Кадырова, которого так требовал так называемый потерпевший. Ну и вот такие вот схемы действуют, работают, поэтому там много можно еще копать, разбираться, этим занимаются специальные люди. Оставим им это все. Просто знайте, что все вот эти сказки, которые вам придумывают, рассказывают, не всегда то, что вы видите, является таковым. Слишком много у них опыта для того, чтобы нас как-то одурачить. Но, как известно, явится истина, и сгинет ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Да, Алмула. Давайте перейдем к вашим комментариям. Так, всем добрый вечер. Сказал, и я его потерял. Вот, нашел. Всем добрый вечер, Лиана Сирота. Здравствуйте, Лиана, здравствуйте. Маркович Виктор. По-моему, раньше был Виктор Маркович. Ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум ассалам. Смотрел последний эфир Закаева. Там он говорил о своих планах по признанию РФ независимости Ичкерии наподобие Абхазии и Южной Осетии. Как думаете, это была реальная идея? Без понятия. Без понятия. Америка, по крайней мере, в своих граждан относится очень хорошо, а у России человек не стоит и мухи. Совершенно верно. Чинго, вот ты отвечаешь вот, этому. Одно название его ника говорит уже откуда ноги растут уже. Поэтому можешь не обращать внимания. Еще раз и 100 раз напоминаю. Telegram — это ФСБшная программа, которая полностью контролируется. Если вы пользуетесь другими какими-либо средствами коммуникации, то для того, чтобы вас как-то вычислить, найти, да, они могут прослушать. Сейчас WhatsApp тоже можно прослушать. Нельзя прослушать, как пока на сегодняшний день говорят о Signal. Есть такая программа Signal. Для того, чтобы вас прослушать, например, по WhatsApp, нужно против вас возбудить дело, выяснить, что вы вот являетесь такой-то личностью нехорошей, и начать вас слушать, контролировать там, и так далее, или просить у WhatsApp доступ какой-нибудь и так далее, и что вас можно будет прослушать. Ну, для этого вы должны стать каким-то уже заметным преступником, ну, по крайней мере, фигурантом какого-нибудь дела. Для того, чтобы в Телеграме вас отслеживали, вообще ничего не надо. Все эти сервера находятся у ФСБ полностью. 100%. Однозначно. WhatsApp находится у американцев. Мне от американцев скрывать нечего, а вот от ФСБ мне есть что скрывать. И кому есть, особенно кто находится в России, не пользуйтесь. Не пользуйтесь Telegram ни в коем случае. Поэтому вы не должны быть, или вам не нужно быть преступником, чтобы все, что вы говорите, личное, не личное, а из этого личного потом делается
тот крючочек, на который потом можно подцепить. Мало ли, что вы там своей жене напишите, или своей девушке, или еще что-нибудь кому-нибудь, как-нибудь там, и отправите фото, видео и так далее. Поэтому категорически Telegram запрещен. Категорически. Я удивляюсь украинских блогеров, которые делают в Телеграме вот эти разные свои группы и так далее. Ребята, вы что делаете? Ни в коем случае. Ничего, что связано с русскими, с Россией, ни в коем случае нельзя пользоваться. Потому что это будет 100%. Все вот эти программы, все это контролируется, создается, управляется. И на этом зарабатывают себе деньги ФСБ. Категорически нельзя. Так. Самая болезненная тема — Рязанский Сахарок. Да, кстати, и ее тоже надо говорить. Абсолютно верно. Альона Савчика. Вітання брату Аслану, слава Череї. Альона Савчика, спасибо. Героям слава. Витаю вас. Аслан, Фархата знаешь из Норвегии? Аферист Шулер задает вопрос. Кто не знает Фархата из Норвегии? Все знают Фархата из Норвегии. ПТН, ПНХ. Киевская хунта. Так. Чеченское сопротивление вдохновляет на борьбу чувство собственного достоинства. И это единственное, чего вертухай и предатель никогда не смогут себе купить, даже за большие деньги. Именно так. Леонас Вакеротас. Что власть меняется, это отличная. Несменяемость изверга во власти — это огромная беда народов. Совершенно верно. Адуда улетел. О Аллах, храни Америку. Амин. Спасибо, аферист Шулер. Ник ваш. Прикольный. Асамбек Тутаев. Так, не, Путлер могила прочитаю. Аферист не бежит ничего с России. Опасно. Так. Добрый вечер. Вы же понимаете, что без силового сценария не обойтись. Кажется мне, что будет большая война, большой передел земель. Добрый вечер, Оникс. Я не знаю, о чем вы говорите про большую войну, но до тех пор, пока в пятак не дадут Путину и его банде, он не успокоится, это я точно знаю. И успокоятся они даже не потому, что им отдают преступные приказы, вот этим подчиненным, и они идут выполнять. Нет, они выполняют любые преступные приказы. Это самая настоящая банд-армия и банд-спецслужба, террористическая банд-спецслужба ФСБ. Только лишь пример, мы этих примеров имеем сотни, тысячи по Чеченской республике Ичкерия. Только лишь один пример, как они захватывали Украину, Крым, восток Украины, говорит просто о том, что это самые настоящие бандиты. Для них нет никакого закона. Закон для них — это только прикрытие. Все, мы с ними разговариваем с позиции закона, они с нами разговаривают с позиции понятий, да, бандитских. Они сняли нашивки, и как бандиты самые настоящие. Любой офицер должен был оскорбиться этому. Любой офицер. Просто вот посмотрите, это произошло массово. Это не какая-то маленькая группа обученных спецназ, диверсант там и так далее. Это были самая настоящая вся армия, все они были вот без вот этих нашивок, без всяких опознавательных знаков. Вот это очень о многом говорит. Это самая настоящая банда. И эта банда выполнит любой приказ до тех пор, пока она не будет знать, что ей дадут так в нос, что ей не захочется воевать. Вы знаете, почему закончилась первая русско-чеченская война? С позорным поражением. Потому что морально мы их превосходили. Они боялись нас. Они хорохорились, но боялись. Они имели все вооружение, но боялись. У них было
абсолютное превосходство в воздухе, на земле, техника, все как положено, но они боялись. И когда мы их окружили, и они вынуждены были, окружили, как говорится, да, 3 человека могли комендатуру окружить. Они оттуда высунуться боялись. И до тех пор, пока они не боятся, они прут. И нужно запугать тех, кто идет выполнять эти преступные приказы. И вот тогда, кто стоит сверху, он получает оттуда сигналы. Мы не пойдем, иди сам. Под угрозой расстрела не пойдем, говорят. И вот в таком случае они вынуждены отказаться и менять планы свои. Только так. По-другому с бандюгами невозможно. Я общаюсь с некоторыми настоящими, не фейковыми, а настоящими защитниками нашего государства. И мне один из них рассказывал, много раз рассказывал, убедительно, с фактами, рассказывал случаи, как русские закидывали 500, 1000, 2000 человек на наши позиции, чтобы выявить наши позиции, давали убить этих людей. Можете себе представить? Да, они вооруженные, конечно, все как положено, но скидывают или гонят на штурм для того, чтобы выявить наши позиции, где находятся наши позиции, и потом уже бомбить наши позиции. Представьте себе 21 век или конец 20 века. Людей вот так своих забрасывается десант на позиции свой, вот эти, десантуру свою. И начинается ближний бой. Надо же вылазить из окопов. Когда сидят все в окопах, эти бомбят, ничего не получается. Как только прекращается артобстрел, наши выходят и начинают держать оборону. Понятно, что пойдет штурм. И вот забрасывается десант, и вот этот десант уже расстреливается своими же. Представьте, нашим же нужно вылезти из своих укрытий. И в этот момент начинается обстрел. И своих, и этих. И своих, и наших. Вот они какие. Возможно, будет большая война. Она идет, это большая война. Например, я абсолютно убежден, что коронавирус – это детище российских спецслужб. Много фактов есть. Гипотеза очень убедительная есть. И у меня есть на канале, я об этом рассказывал. На моем канале это есть все. Чем это небольшая война? Уже миллионы людей уже погибло и еще погибнет. И это не конец, сейчас появляется дельта, еще. Нет, Россию остановят только силой. И это нужно сделать. Чем раньше сделают, тем лучше. И, кстати, эта ракета, которая вчера была испытана в Америке, очень будет кстати. Аслан Лорс Сила, читаю комментарий. Фриман, привет. Так. Аслан, ты один реально за наш народ и восстановление нашего государства. Есть Анзор, тоже реально, но тоже пишет и говорит так называемый кадыровский режим. Бог, как до него достучаться? Я не знаю, как до него достучаться. Шведско-норвежский шариат. Ассалам алейкум. Это ник такой, шведско-норвежский шариат. Ассалам алейкум, алейкум салам. Салют всем. Кадыровский режим – фишка российских бандюк у власти. Когда мы говорим кадыровский режим, мы автоматически шифруем геноцид за 2 войны и жертв этого геноцида. Абсолютно точно. Так, несколько тут о Путине говорят. Наврали. Я перемотаю, друзья, потому что...
Исаак Шмулевич, ты говоришь мне не говорить, не время разногласий. Никаких разногласий с людьми, которые стоят на позиции независимости Чеченской Республики Ичкерия, у меня нет. Я со всей ответственностью еще раз говорю, что это засланы, пропагандист сюда засланы, российскими спецслужбами. И никто меня не переубедит в этом, потому что я знаю досконально это все. Досконально, еще по той его, у меня есть свидетели этому, еще когда он там работал. Все, я все прекрасно знаю. Если кто-то не знает, это сугубо его проблемы. Абсолютно, то точно. Все, кто с ним коммуницирует, могут запачкаться. Будьте аккуратны. Поэтому никаких разногласий с ичкерийцами у нас нет. Никаких. Как часто вы слышите слово и Россия, ФСБ, Путин, слово Ичкерия. Слышите вы? Не слышите. Нет этого слова. Нет. Понимаете? Даже Имарат Кавказ обозначал Чеченскую Республику, Чеченская Республика Ичкерия. Имарат, вот, вилаят, союз кавказских государств, в который входит вилаят Чеченская Республика Ичкерия. Нохчичуя, Ичкерия, если я не ошибаюсь. Поэтому, друзья, салам Аслан, ты открыл ящик Пандоры. Салам, Эд, приветствую тебя, рад тебя видеть. Надо же ему кому-то его открыть, Эд. Брюс Ли, ассаламу алейкум всем, ва алейкум ассалам. Любой нормальный парень с молотком проломил бы не только голову, но и 2 головы за 3 секунды. Абсолютно так. Самое интересное, Магомед Даудов об этом ничего не сказал. Говорил про какие-то там, вот это, про женщин, про кто-то замужем, кто-то не замужем. Какая разница, что было там, вообще, что личная жизнь, зачем председатель парламента, целого субъекта, целой великой России, куда это годится? Обсуждает, ты это сказал. Я реально думал, Магомед Даудов по кличке Бутылкин, это, ну, парень, который боролся, попал в такую нехорошую ситуацию, был вынужден там, и вот, настоящий патриот своей родины, ну вот вынужден был спасти жизнь родственников, себя, там, перейти на сторону врага. На самом деле, после того, как с этой бутылкой был прием, я сразу понял, что за этим стоит кураторы, которые приказали Магомеду Даудову сделать вот эту экзекуцию. Вероятно, это можно просто как постановочно было сделано. Заплатили, может быть, этому парню, может, его запугали, может, его убили. Не знаю, что с этим парнем. Пропал он. Больше не слышно. Но, по крайней мере, родственники, которые он убит, умер, нигде не заявляли. После этого я понял, что человек, ну, просто дно. Магомед Даудов это не человек, который переживает за свой народ. Это человек, который унижает свой народ. Там, я понимаю, есть среди них люди, которые реально оказались в тяжелейшей ситуации, и они как-то пытаются сохранить себе жизнь. Это есть смягчающие, оправдывающие в части определенной обстоятельства. Но это чисто унижение чеченцев было. От ФСБ, от этого Хвостикова, от Игоря Хвостикова. Это делает Магомед Даудов,
который получил с легкой руки моего украинского подписчика фамилию Бутылкин. Так. Давайте перемотаем, друзья. Ассаламу алейкум всем, Брюсли. Ва алейкум ассалам, Брюсли. Машуаль. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Фриман антипутинизм. Пустой желудок – вернейшее противоядие от имперской чумы и величия русского мира. А санкции способствуют этому. Да, способствуют. Ну, хотелось бы больше. Хорошо, но мало, как говорится. Хотелось бы больше. Так. Муслим Арцуев. Ставим лайки, подписываемся на реалити. Так. Алена Савченко. Явилась истина. И сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Слава Чирии, брат Аслан. Героям слава, Алена. Через разных, Евгений, через разных как бы независимых блогеров промывает мозги аудитории помоложе. И, кстати, довольно успешно. У таких блогеров накрутки, подписчики, просмотров. А главное, там думать особо не нужно. Да, абсолютно так. Абсолютно так. Когда у вас набирается 100 тысяч подписчиков, YouTube вам присылает, ну вы пишете, и вам присылают кнопку. Это ну вот такая вот, ну, вот такого размера, А4 листа, наверное, может чуть побольше. Присылается эта серебряная кнопка, по-моему, называется, 100 тысяч если подписчиков. Но если у вас накрученные искусственно, если вы манипулируете вот этим всем делом, то YouTube вам не дает эту кнопку. Это многое объясняет, почему у некоторых, у кого за сотни тысяч, нету вот этой кнопки. Ури, ассаламу алейкум, астан Джо, всем алейкум ассалам, Ури Машуой. Перемотал я слишком много и все потерял, короче говоря. Ладно. Ассаламу алейкум, иман берка доуэль кугусамчо. Ва алейкум ассалам нохчо машуэль. Так, я перемотал, друзья. Если что, пишите ваши комментарии заново, если вам не сложно. Фриман антипутинизм. Увеличение международного пула поддержки чеченских демократов должно привести к более весомому освещению чеченской проблемы на международной арене. Именно так, Фриман. Далмула. Аслан Лорс. Рано или поздно чеченцам придется задуматься о своей государственности и национальной безопасности. Чем быстрее образуемся, тем лучше. Да? Да. Маждада, как вспомнишь этот Имарат, столько глупых ошибок было допущено, множество просчетов, но муфлоны упоротые опять лезут на те же грабли. Садомазо. Да, может быть. Даудов сам разыскивает, как он перешел на сторону русских. По его и Сергея Исмаилова словам, они стуканули свой джамаат, которым они были поварами. Ибрагим Никархо. Я тут разговаривал с одним человеком, и он мне рассказывал, что, скорее всего, после Первой войны Магомед Даудов уже тогда был завербован. Не когда ему угроза жизни появилась, когда вот, ну, воюют там и так далее, а именно вот межвоенный период, видимо, на чем-то поймали его, может, на деньгах, скорее всего,
И вот Магомед Даудов с тех пор работал. Так, так. Nereye koy Uri? Hazret бошин. Uri. Самый рушен делашун. Иша, Иша. Прошу любить и жаловать, молодец. Мудрец. Вала, ваца. Сам дрец. Не сейдацис. Насчет кнопки точно Аслан Муслимацию. Да, есть такая тема. Зачем врать, зачем обманывать, зачем накручивать? Если вы хотите донести правду, зачем ботам каким-то, ну, роботу это накручивать, чтобы... Нет, это все ерунда. Маркович Виктор, в 2000 году Исламский Эмират Афганистан подписал договор о признании независимости Ичкерии. Основно, как юрист, видите в этом какое-то значение после прихода талибов к власти? Я не вижу особо никакой пользы от этого для нас, потому что сами талибы не признаны в мире, да, у них большие проблемы. Признанная Грузия, которая тоже нас признала, и президент Саакашвили, который выдал наших двоих бойцов в подарок, умиротворяя, замасливая, там, подлизнув сдалека, да, Путину, они тоже признали, но никакого толка от этого нет. Даже вот сейчас на форуме, экономическом форуме, Саакашвили не удосужился произнести слово Чечня. И, конечно же, Саакашвили не убивал этих людей. И он в соответствии с законом выдал преступников, которые требовала Россия. Ну, как это звучит, да, в их интерпретации. Но при всем при этом Чеченскую республику Грузия признала. Независимую Ичкерию признала. И Саакашвили подтвердил эти документы, которые были приняты в Гамсахурде. И несмотря на это, гражданина Чеченской республики Ичкерии, двух граждан, Саакашвили выдал третьей стране, России. И даже не говорит об этом. Что скажут талибы? В данном случае талибы, которые себя ведут так, что весь мир шарахается от них, то это как мертвому припарка. Это может Кавказ-центру, там, разным вот этим ребятам, которые себя очень религиозными позиционируют, но не едут туда. Вот шариат установили, вот недавно повесили за похищение человека, говорят, повесит, или казнили потом, или расстреляли, потом повесили публично. Для чего это делается, я так и не могу понять. Зачем? Ну, объявите, что мы вот казнили, вот мы убили столько-то людей за то, что они похитили людей. Ну зачем это показывать? Ну, не знаю. Типа, мы такие крутые. Поэтому, может, изменятся талибы. Посмотрим, будем наблюдать за ними. Ребята, вы видели, как на канале Цифровая история два холопа говорят, как развязалась русско-чеченская война и как они чернят наших героев. Поставьте им дизы. Так.
Так, здесь Telegram, который начал интересоваться разной информацией. Telegram. Здесь не задаются эти вопросы. Здесь никого вычислять не надо. Здесь вот иди на другие каналы, там занимайся своим выяснением, своей вот работой, там занимайся. А сам Первую войну он памперс носил с кадыркой, говорит Адедавлютюк. Это речь про Магомеда Бутылкина. Рубати говорит, что они вместе раненых вытаскивали в Первую войну. Не знаю. Так. Асан, у него есть интервью с Сергеем, где они сами рассказывают, что стуканули свой джамат. Я просто цитировал Сатрапов. Угу. Ну, вошли туда, видимо, перед войной их вот вербовали. Я живой свидетель того, что российские спецслужбы активно вербовали тогда чеченцев. Я учился, я много раз об этом говорил. Мне пытаются это все как-то пристегнуть ко мне это. Но я раскрыл все, что я знаю, и говорил, что тогда, в 98-99 году, активно вербовались чеченцы, особенно молодые люди. И, видимо, тогда его завербовали. Сказали, давай. На ФСБ, скорее всего, Магомед Бутылкин работает. Потому что вот это унижение, вот этот тузик, все это вот, все идет оттуда. Именно поэтому Кадыров не может его убрать от себя. Он представлен Кадырову, и Кадыров не может просто он его убрать. Всех, ну многих может Кадыров уволить, а Магомеда Бутылкина он не может уволить. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Даже Рамзан не решается до конца замочить Даудова, хотя чморит основательно. Пример тому, как Рамзан опускал его 3 месяца во время изоляции. Сам говорил, что снимает его, заставлял говорить «багдадец». Сам говорит, что... А его заставлял говорить «багдадец». Ничего не понял, Адам Грузинский, но приблизительно понял, о чем ты говоришь. Так, Муслим Арцуев, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Аслан, Лэнд, почему Назарбаев? Не знаю я, почему Назарбаев. Так, само суд действует исключительно в государстве султаната. Аслан Зрив, корень, говорил Прутков, Козьма Прутков, корень зарылся в Москве. Право на осиновый кол в сердце, это не до страны РФ. Мы не уступим никому, говорит, ночью да мова, ночью да мова. Телеграм кинул Дауда Навального. Так. Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Хамзат. Нашел. Леонас Вакиротас. Наткнулся в Ютубе на каналы генерал СВР и Сергей Жирнов. Ведут как будто убежавшие на Запад. СОС. Да, вот этот Сергей Жирнов уже... Тоже такой чувак. Генерал СВР, это, конечно же, консерва, КГБшная спецоперация. Валерий Соловей то же самое. Никто никому там не позволит пискнуть, да, без разрешения. Вот этот Сергей Жирнов, один момент, который начал смотреть его, там подписался на его канал, думаю, посмотрю, что говорит. Начал говорить, непонятно, во Франции, что ли он, или где он там. Что вот он там такой весь разведка, канал даже называется там полностью, название, разведчик какой-то там и так далее. И там говорит, ну вот выборы, по-моему речь о выборах идет, вот выборы в Чеченской Республике, там он обронил слово, говорит, там подтасовки идут там и так далее, что-то не ошибиться, чтобы сейчас не буду точно говорить. И говорит, ну вот в других нормальных субъектах Российской Федерации, чик, я его выключил, думаю, понятно за это все, нормальный он, блядь,
Сергей Жирнов. Так что, знаете, Сергей Жирнов нормально про Новгородскую область, он говорит, ну, нормальном субъекте, типа, нормальном субъекте, где российская оккупация, там нормально, ничего не может быть. И, ну, и такие вещи он говорит, которые ты вот сразу по интонации, по словечкам понимаешь, что к чему. Ибрагим Никархо. Да, бутылки это традиция русской милиции еще со времен, когда у чеченцев не было даже тары. Когда у чеченцев не было даже тары, русской милиции вообще не было. Это раз. А во-вторых, это старый излюбленный способ. Старый излюбленный способ. К большому сожалению, ночью матай дос, цучуа хизбу боцернах. Шейн Карвейник, видео ты снимать тешь. И что держан Бог. Поэтому готовьтесь, нас ждут большие потрясения. Хотя сейчас можно сделать, слепить из чего угодно. Главное, что ФСБ это захотело. У них есть такие технологии, они могут слепить любое видео. Евгений, показать наказание – это воспитательный момент, чтобы другим не повадно было. Это как что-то, что такое хорошо, Маяковская, только версия Талибан. У Маяковской только версия Талибан. Евгений, ну не знаю, показать. Ну, конечно, да, это воспитательная работа, но знаете, когда раньше публично казнили или вывешивали уже казненного на площади, это воспитательная мера, это запугивает людей. Но есть один немаловажный момент. Мы находимся не в средние века, и даже мы не 100 лет назад находимся. Мы находимся в 21 веке, когда есть телевидение и интернет. Вам не обязательно вывешивать человека на площади, на кране подвешивать. Вам достаточно хотя бы просто сфотографировать и показать эту фотографию, даже замазав его, чтобы не сильно смущать слабых нервов, людей со слабой нервной системой. А делать то, что делали тогда вешайте не на подъемный кран, а вешайте на какой-нибудь там столб. Ездите не на Toyota Land Cruiser, а ездите на ишаках и верблюдах, как тогда ездили. Вот о чем речь. А сегодня не обязательно выходить на площадь, чтобы провести митинг. Достаточно завести YouTube-канал, и вас может услышать 1 миллион человек. Да, если ваше видео будет какое-то там вирусным, когда заразятся им. Так что я не вижу развития вот, в воспитательных моментах, мерах, которые применяются. Я в корне не согласен. В корне не согласен, что девочки не должны учиться. Ни в коем случае. Сказали, сейчас можно, но раздельные классы. Ну, хоть так. Хоть так. Главное, чтобы дали учиться. Это же вообще, это варварство, не давать людям учиться. Значит, это ты будь дураком, тебе говорят. Ты дурак, оставайся дураком, не развивайся. Ну это как, куда это годится? Это позорище просто. А вешать на столбах или на кране, это тоже можно же по-другому как-то показать, донести эту информацию. Заведите специальный талибанский свой какой-нибудь, имя обращаюсь, свой канал в Ютубе. Ну или где-нибудь, где не забанят вас. И с кубиками как-нибудь. Вот мы казнили. Да, преступник. Да, есть люди, которые по закону полагают смертная казнь. Есть такие люди. И так земля устроена. Так мир устроен. Но зачем показывать, что мы вот запугивать? Не запугивают, отталкивают. Отталкивают.
Зад Гилаев. Так, я перемотаю, друзья. Делишься Машал. Делишься, думаешь, так. Но Фримана теперь... Экстремист и террорист, убийца, взрыватель домов с мирными гражданами своей же страны, казнократ-наперсточник уже целых 20 лет правит Россией, а эти чеченские предатели служат этому дьяволу. Да? Афганцы и европейцы отличаются ментально, говорит. Вот, появляется. Вот почему человека с таким ником, как у тебя, всегда вот то, что вот русским нужно, появляется, вот, что нравится, вот, запачкать ислам, сделать его какой-то там агрессивной религией, сделать его плохим. Зачем? Вот пишет, на афганцев какие-то замазанные фотки не повлияют. Нужно использовать действенные методы. Их казнят так не для порядка в Европе или в США, а у себя в Афгане. Пожалуйста, пускай казнят так, пускай вешают, пускай что угодно. Да, это нарушение прав человека. Я против этого. Я же не об этом говорю. Но если они это делают и хотят запугать, замазаны, это я сказал уже как бы, чтобы не навредить психике. И я не понимаю логики, если человек убит и чуть-чуть замазано, чтобы не было... Ну тогда пускай выводят на площадь, разрывают на куски, достают кишки оттуда, обмазываются вот эти их главари, обмазываются лицами, обвешивают себя гирляндами, как вокруг себя. Вперед, еще страшнее, может, им надо же как-то. Давайте так. Что вы говорите такое? Я говорю, просто сделайте, зачем на площади вешать? Возьмите фото, видео. Тогда не было, когда пророк Мухаммад, или другие, когда жили. Тогда не было таких. И да, возможно, это имело воздействие. Вот, наказать вот таким способом. Показать, что вот так наказан. Но так ведь вообще никуда не годится. Сейчас 21 век. Можно сделать фотографию, повесить фотографию, сделать YouTube канал, разослать всем по WhatsApp все короткие видеоролики. Зачем это делать? Зачем? Показать, что вот мы казнили виновного и так далее. Короче говоря, давно наблюдаю вот за Евгением, тут появился Telegram, и вот кто еще у нас тут тоже был такого же. Евгений, который говорит, что он 999, Евгений, к вам обращаюсь. Который говорит, что он еврей, лучше меня знает чеченские традиции и обычаи, получается, очень хорошо разбирается во всем. И я так полагаю, это вот из тех, да, Евгений, скажите правду, из тех, которые, вот, кто там с Кавказ-центра ко мне тут залетал и вылетел пробкой, пулей отсюда. أصلا Талибан, وين تعوز هم تديس нитер, постоянно атак юхценти. Да, абсолютно верно, вот мне как найти, например, оставить от Талибан и так далее. Вот меня вот люди, вот Сергей Маркович, Виктор Маркович, Виктор и Евгений. И предыдущий, который забанен, это, видимо, вот этот из близовских, наверное, получается такая ситуация. Заходит и начинает, ну, как-то аккуратненько оправдывать, да, с грамотным русским языком, там, говорят, ну да, там, может быть, нет, давайте Талибан мы больше не обсуждаем. Я уже сказал больше, чем нужно было, даже, может быть, некоторые вещи не нужно было мне говорить про этот Талибан. Пускай живут, да, я категорически против убийства, категорически, даже преступника казнить я против. Но если все-таки по закону у них там казнят за особо какие-то тяжкие преступления, то это нужно делать аккуратно, не публично и не показывать, насколько далеко люди отстали от мира.
что такое хорошо. Вот, ну, Евгений говорит то же самое, что такое хорошо, что такое плохо. Мы знаем, что такое хорошо. Знаем, почему это делают. Я это знаю, почему они это делают. Знаю. Ну, представляю, знаю. Ну, никак у меня это не вяжется с сегодняшним днем. Все. Закрыли тему Талибан. Поехали дальше. Ассалам алейкум всем достойным чеченцам и Асланбеку. Шалом, приветствую тебя. Проблема талибов в Чечении совсем разные вещи, как небо и земля. Путин еще до восхождения на свой трон пытался связать нас. Даже говорил, что чеченцам хуже Талибана, указывая именно весь чеченский народ. Да? Но чайный прикол. Ассаламу алейкум, аса. Хункирам тюшбу ош хезансу вей дуаг уэльна штейп панхиларх. Харцу масерца цаю цуна дел алш уэло и структуш масу ямарт на дел аллах буэль. Ва алейкум ассалам. Вей дуаг уэльна штейп пан хундю. Хундя цвайшен, затер дуаг уэль. Хоэск шхиллу шу. Я независимость хаймуах муахлу шуацо. Я хай дудаю президент признаваться вешо, его конституция признаваться вешо, хундювешины разные дерят, просто хун чилим пропаганду и цундел освахцакит и все. А и что дерес хуйлон, дальше иду адуэль, вешины разные, абсолютно. Вешины цатерио хо гасхшан, ду хал валла хай муах мэш биш валла, хал имарат кваллан خليفات قلنا إبوشوا تحكم разные войны. Und дальше. Война Чеченская республика Ичкерия. Демократическое правовое государство. Все. Другого у нас не было государства. Мегарду. Так, пойдемте дальше. Так, время стрима у нас заканчивается. Давайте я перемотаю. Другой, мне не больше. Какие-то Машу дер, издал, а Машу хуанизер, крицау мадацк. Так, ночи ичкери дал мула, ночи чу ичкери дал мула, дал мула. Фриман говорит, крайне нищие и бедные составляют ровно 80% населения современной России. Это 113 миллионов человек. Состояние 100 российских миллиардеров составляет 520 миллиардов долларов. Да, если учитывать, что россиян 140 или сколько их там миллионов говорят. А если учитывать, что 90 миллионов, то это получается 80% от 90, это получается где-то в пределах 72 миллионов, получается, нищих. Так. Телеграм, слишком много воды в твоих речах. Так, это не мне. А уе жизнь нам. А когда на площади людей расстреливали, это демократия? Нет, а уе жизнь нам. К большому сожалению, это была большая стратегическая ошибка нашего руководства. Всех без исключения. Всех без исключения. В первую очередь, ну, от первого до самого рядового чиновника.
Ну, рядовой человек, если это. Астан, твой эфир ограничен ютубом? Нет, не ограничен. Что-то случилось? Нет. Асан Лорс. Аса, если тебя убьют, то у вас есть ученики продолжить эфиры, правда? Конечно, есть. Я что тут почти, сколько уже, 2,5 года или уже, да, 2,5 года зря сижу, что ли? Конечно, есть. Я был, кстати, на одном расстреле. Ощущение не айс. Понял, Аслан, согласен. Да, Рамзан на территории РФ запрещен. Ну да, YouTube запрещен, Хамзат Гилаев, но это наш Хамзат Гилаев или другой Хамзат Гилаев? Наш Хамзат Гилаев знает, что наш канал запрещен на территории фашистской России. Аслан Лорд, и из вопрос, дорогой. Очень по делу и очень жизненный вопрос. Так, откуда валюту? Ибраим, почему-то вы сами не хотите жить в Афганистане, в кадыровском халифате? Так, у меня одно друзья афганцы и сирийцы. Так. У меня много друзей, говорит Асамек Тутаев, афганцы и сирийцы. На днях говорил с одним, он считает, что сомнением тех, кто топят за Ичкерию, которая является светско-демократической. Мало кто согласен. Я ему доказал, что он, проживающий в Европе, того же мнения. Но... Так. Асламбек, ассаламу алейкум, ассаламу. Было военное время, и во время войны всякое случается. Это было в военное время. Нормально, говорит. Вся проблема в том, нормально, что это не было во время войны. Я тех событий мало помню, потому что я не следил тогда за этим. Интернета не было. Я жил не дома, поэтому я эти детали не помню разных, которые вы, например, многие видели, сами наблюдали. Вот парень говорит, что он видел даже один из расстрелов. Но если бы это был один раз, но это было 2 раза как минимум, по-моему, да, этот случай был. Я не знаю, почему Асам Масхадов это разрешал. Зная, что засланные российские спецслужбы работают, испугать кого-то расстрелом на площади, да, народ ты испугаешь, но народ-то этим и не занимался. А спецслужбы российские, их агентура, они не перестали бы делать. У них за приказы, они будут делать то, что им прикажут. Я не могу это никак объяснить. Нет у меня этого объяснения. Два раза точно. Да, я помню, 2 раза был, по-моему, расстрел. Ну ладно, 1 раз расстрелял. Был случай, рассказывали, что Масхадов поехал куда-то там в Англию, встречался там с королевой, еще что-то там было. И вот в этот, тогда казнили вот этих англичанцев, но это другая тема. Но 1 раз расстреляли, мы про расстрелы говорим. Казни совершали бандиты и российские спецслужбы, это понятно. Но когда на твоей территории, на центральной площади, когда есть спецслужбы, когда есть МВД, все собираются, расстреливают бедолаг. Не был расстрелян Ямадаев, не был расстрелян какой-нибудь там другой бандит, который там был. Расстреляли, да, это преступники, это бедолаги. Преступники тоже бывают бедолагами. Да, они убили там зверски. Но гражданина Азербайджана отдали сразу Азербайджану. А казнили того, кто держал за ноги, и еще там что-то, или кто-то там как-то, Цагасу, точно. Я не знаю, почему это делалось. Цаха Дудаев Валари, Хирдоцерим Хасу.
Дудаев хиляли, из хирдецерим хасон. Цундел вайн Меркель диет кинца, цундел вайн дештек дешхена, ющем дикарешер. Не, это опасно, это нам не нужно. В Европе, чтобы какой-то халифат они построили, чтобы потом они там своими группами теракты совершали. Русские сидят днем и ночью, рассказывают, какие мы террористы, каратисты. И мы берем площадь, расстреливаем там. А я дичь даже. Дичь. Ой, не в лучшем свете. Что такое дичь? И сами да, безнаказанность порождает насилие. Если гулаговский режим Сталина осудили бы, как немецкий фашист в 1945-м, то мир был бы другим. Да, абсолютно верно. И у нас сейчас есть все время, возможность осудить сейчас этот режим. И мы к этому придем. Вот вы увидите. Да, мула, мы к этому придем. Мир придет к этому. А мы будем наблюдать. Но его мозг засорен пропагандой, использующей религиозный прием. В противном случае мой собеседник переселился бы в Судан, а происходящий чувак начал тупить и сливать. Асан, на это нет ответа, так же, как нет ответа на приказ покинуть город в 99 году. В 99-2000 году. Да, леди. И заду тоже очень интересный вопрос. Кто повел первым? Кто сказал уходить из города? Аслан расстрел совершили по невежеству. Ночью говорит. А вот видишь, юга диц лама целяешь, юг сохиру крайнинок, сохиру ина расстрелять бинаш, юг иж расстрелять бин цуна зидинок сохиру ардицу улвеш. Но во всем мире Масхадов ездит и пытается договориться с Россией, с миром. И с Россией тоже. Со всеми странами наладить отношения. Кто будет с нами налаживать отношения, если мы на площади расстреливаем людей в Европе? Мы же Европа, географически мы Европа, мы хотим Европу. И здесь смертная казнь во всех странах отменена. В Америке, в некоторых штатах она есть. В Европе, ни в одной стране, по-моему, уже нет смертной казни. Мы на площади расстреливаем. Кто нам будет помогать? Мы хотим что сделать? Запугать народ, чтобы они закон соблюдали? Ну тогда, первое, расстреляйте тех, кто берет коррупцию, берет взятки. Вокруг президента Масхадова кто были. Расстреляйте этих людей. Введите закон за расстрел. Я за то, чтобы, если уже расстрел есть за убийство, то и за коррупцию тоже расстрел. Давайте, вводите и расстреливайте. Возьмите министра какого-нибудь, возьмите, расстреляйте. А взять за убийство, да, гнусное, подлое, жестокое убийство было. Но если ты расстреливаешь на площади, а потом едешь договариваться, кто с тобой будет договариваться? Никто не захочет договариваться, разве это непонятно? Невежество, мухоль, невежество. Все, от президента до всех же не могут невежими быть. Значит, их это устраивало. Значит, они говорят, ну да, хорошо, давайте тогда договоримся, расстреляем там 2 человека на площади. Женщину, мужчину расстреляем, и 2 мужчин, по-моему, расстреляем. И все, и у нас здесь будет процветание. Нет, ведь все знают, что работают российские спецслужбы внутри России, внутри Чеченской Республики. Их забирают, засылают, наши спецслужбы ловят их, выявляют, даже есть запись, вон их там выстроили, они рассказывают. Ну расстреляешь ты бандита какого-нибудь, там, криминального какого-нибудь, маньяка ты расстреляешь. Ты разве эту спецслужбу испугаешь? Нет. За сотрудничество. Вот этот работал с российскими спецслужбами. Расстрелять. Вот этот украл миллион из казны. Расстрелять. Вот тогда, если бы так было бы. Но не было ж так. А я кадича. Вайбех мабу. Вайбех буйвай. Дахает мадис.
Ой, о, я дедеш ду, Иерусалим, хайох жду. Ой, таджив кортец, ой, лицей суман. А у ее жизни, кстати, одних, которых расстреляли, они не признались в своей вине. И еще я часто это рассказываю. Перед расстрелом они, которые расстреляли, делали малбу зла. Я не видел, чтобы так долго молились, минут 40. Да, Дели, дуешься. Да, я видел, они не признавались. Он говорил, я этого не делал, но то, что надо мной сделали, а услышь, это тоже наша Ичкерия была. Да, там спецслужбы работали. Волла уверен, что ГСК спецслужб делит маду. И я уверен, это были российские спецслужбы. Они вынуждали так делать. Но есть съемка, избивают стулом каким-то, табуреткой какой-то. Потом они избитые сидят в машине, их везут и говорят, признаешь вину? Он говорит, нет, не признаю, но после того, что вы со мной сделали, мне жить не хочется, расстреляйте меня. Он говорит, ишь все приблизительно. Это говорило о том, скорее всего, что он это совершил, я так думаю. Но с другой стороны, он говорит, что пытали. Смотрите, в любом государстве есть право на убийство. У государства есть право на убийство. Но нет права на пытки. Сотрудник полиции имеет право застрелить. Человек имеет право, рядовой гражданин, имеет право застрелить, обороняясь. Полицейский имеет право задержать и во время задержания стрелять человека. Есть у государства право на убийство, на применение вот этого насилия. Но у государства нет права на пытки. Пытки вообще никем никогда не могут быть разрешены в нормальном цивилизованном государстве. Они расскажут, что пытали, избивали, выбивали из них показания. Но они так и не признались. Видимо, надо было их отдать ФСБшникам, они бы быстро выбили из них эти показания. Мы должны говорить всю правду. К большому сожалению, мы должны говорить. И это происходило во время не Дудаева, а президента Аслана Масхадова. Это большая-большая беда. Так, пойдемте к вашему образу. Так, 1,5 часа мы уже говорим. Так, зачитаю-ка я Рубати. Аслан, эти и разрушили нашу свободу в первую очередь, а остальные после Багдади не должны быть на нашей родине. Эти и разрушили нашу свободу в первую очередь, а остальные после Багдади не должно быть на нашей родине. Мы все имеем право жить на нашей родине, но мы должны соблюдать Конституцию и наш закон. Только так мы строим государство. В противном случае мы не государство строим, а тот, кто что хочет, то строит. Так, Асланбек Тутаев. Так, это не мне. Аслан, ты абсолютно прав. Опять же, Асан, это был шариатский суд, нормально. Шариатский суд не говорит обязательно расстреливать на площади скопления людей. Не надо подменять шариатский суд. Да, шариатские суды во время военных действий у нас были введены, во время военного положения. Какие-то часть уголовного права, семейного права должны быть в соответствии строго шариатом регламентированы, строго, как мусульмане, мы обязаны, да, соблюдать это все. В соответствии с исламом должны это как-то регулировать, регламентировать это все. Но есть ведь здравый смысл, ум есть, да. Мы демократическим способом избираем президента. Мы же не халифа назначаем. Да, группа собралась воинов, избрали, вот ты, Аслан Масхадов, будешь президентом или амиром нашим. Нет, у него название президент. У нас есть конституция. Мы приглашаем не мусульманские страны наблюдать за этими выборами.
Мы призываем немусульманские страны стать гарантами между фашистской Россией и нами, чтобы договориться хоть на каких-либо условиях. Вот там Ендербиев посадил Ельцина напротив себя, там туда-сюда, это был хороший шаг Ендербиева. Но что этому предшествовало? Уничтоженный весь город, убит президент, с которым так и не сел Ельцин напротив. Они добились своего, они убили нашего президента. А мы это забыли. Ну, да, мы вынуждены были как-то договариваться. И принимает шариатский суд какое-то решение. Да, в соответствии там, с шариатским решением, да, он полагается там туда-сюда расстрелять его. Но зачем выводить на площадь? Ты же у всего мира просишь помощи. Как ты это можешь позволить? Я это не понимаю просто. Никакого объяснения у меня этому нет. Никакого объяснения. Аслан Масхадов погиб из-за этого. Потому что началась война, и он отдал свою жизнь за это. Из-за того, что не смогли выстроить нормальные отношения с Западом. Что произошло в Грузии? Когда Грузия намного слабее нас. 5 дней война была. Грузинская армия почти вся ушла в Тбилиси. Заняла там оборону. И готовились там сидеть. Саакашвили жевал галстук свой. В панике был. А русские не пошли туда. А почему не пошли? Потому что туда прилетели международные президенты разных стран. В том числе президент Франции. Почему мы не смогли этого сделать? Почему к нам не прилетел никто? А прилетел бы он, тогда, может быть, или не прилетел бы, по-другому как-нибудь с нами договаривались. Да мы сами себе стреляли в ногу. И это нисколько я не против ислама. О, ты что-то против. Нет, конечно. Ислам к этому не имеет вообще никакого отношения. Если ты хочешь расстрелять, да, он заслужил смерть. Да, по закону. Убил там одного, двоих, троих людей. Ему полагается особо жестоким способом. Ему полагается смерть. Ну, сделайте это как-нибудь по-человечески. Вы же с миром пытаетесь договориться. Дичь, дух, дичь. Ваш дичь, она, как будто это я, получится, что я это и расстрелял я, и потом еще я и обвинил, и еще потом меня опять дверь откроют, выходи из ислама, мне скажут, ты это, и то, все, короче, и так далее. Но без этого мы не можем вперед двигаться. Мы должны строить демократическое, правовое. Правовое значит основанное на праве. Не потому, что там кто-то решил. Нет, есть закон. И по закону должно быть все регулироваться. Отец это, брат это, сват это не имеет значения. Закон для всех. Вот такой должен быть закон. Иш децерис, доти сун, ца ашвоча хезерис. Ца ашвоча сун хезер иш дотис. Ладно, пойдемте дальше. Да, у нас время заканчивается. У нас время уже закончилось, друзья. Давайте я тогда закончу стрим. Я думаю, вы уже устали. Так. Фриман антипатриот Ендербиев на инаугурации сказал Масхаду: я передаю тебе полное исламское государство, навязав этим Аслану свое преступление, говорит Фриман антипутинизм. Фриман, я не знаю, насколько, говорит, но что бы не передал Ендербиев полное исламское государство, Аслан Масхадов, которого избрали в соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия, должен был действовать в соответствии с этой Конституцией. Но он, в принципе, и действовал. По Конституции он действовал. На площади тот, кто расстреливал, это судебное решение. Исполняют, видимо, другой орган. Не знаю я. Знаете, начали заигрывать с разными моментами.
Сун цаха и гундир. Сун, у меня нет объяснений. Наверное, я когда я приду к этому пониманию, почему они это так себя вели. Я считаю, что сейчас я так считаю, может это ошибочное мнение, это было много популизма в этом. Много мусульман, чеченцы очень верующий народ, мы мусульмане. И для нас это очень важно. И вот как на примере разных вот этих блогеров, которых вы видите, бороды отпускают, иншаллах, там ислам, религия, там ля-ля-ля, вот это говорят, на самом деле они этим пользуются, этой религией. Когда ты начинаешь говорить правильные вещи, ограничивающие там некоторые вот эту риторику, тебя уже записывают там врагов мусульман там и так далее. Поэтому я не знаю, кроме того, что это был такой популизм и оседлать вот это общественное мнение, вот когда была пропаганда, очень все начали говорить про эту религию, все стали очень сильными мусульманами, на усах, или вот с бритых маленьких усах, вот так героин свисал у некоторых. У одного точно я помню. Но борода была такая большая, и не знаю, насколько, как много он воевал, что делал, но после войны это было. Продавали героин, покупали и так далее, и так далее, и так далее. И если помните, очень сильный такой всплеск был вот этой наркомании у нас, когда просто перевалочный пункт был ФСБ через нас. Ну и нам загоняло этот героин. Ну и так далее. Ладно, это уже другая история. Это большая проблема, которой нам еще десятилетия придется разгребать, разбираться в этом всем. На этом, друзья, я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Я очень надеюсь, что все изменится в лучшую сторону. Что мы немного будем не красивым словам прислушиваться, а будем думать головой и действовать в соответствии со сложившейся обстановкой в мире. И как правильно напоминает, еще раз напоминает Ибрагим Никархо, религия и государство должны быть отделены друг от друга. И если вы посвящаете свою жизнь Богу, пожалуйста, мы все верующие люди, по большей части, все верующие чеченцы, у нас будут жить и не мусульмане, и атеисты у нас будут жить, и кто бы там ни захотел, у нас будет жить. Но если ты веришь, спокойно, свободно изучай религию, развивай, спорь, доказывай свою правоту. Внутри вот между собой верующие люди. Как правильно молиться, как правильно усы подстригать, как правильно ноги ставить. И любые мелочи, которые есть. А государство это отдельно. И все будет Ичкерия. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Все будет Ичкерия. Адикюэль Машуэль.